Сегодня у нас в гостях координатор благотворительного фонда LDS Charities Алия Гамирсал, который согласился рассказать сегодня о своей организации. Алия, первый вопрос. Расскажите о деятельности своего благотворительного фонда LDS Charities, о его миссии, целях и ценностях. Добрый день, Бакыт, спасибо большое за приглашение. Я с удовольствием поделюсь информацией о нашем фонде. Значит, благотворительная организация LDS Charities была основана в 1986 году как основная глобальная организация благотворительная, штаб-квартира которой находится в США, штат Юта. В Бишкеке, в Кыргызстане, в нашей республике, фонд был зарегистрирован 8 октября 2018 года. До этого момента мы работали как от основной организации, от LDS Charities, как глобальной организации. Здесь уже мы зарегистрированы. В 2018 году прошла регистрация в Минюсте. Цели, да? Да. Основные цели, я бы сказала, что вообще благотворительный фонд, он помогает, и целью является помощь нуждающимся людям. Для того, чтобы люди стали, и организации, чтобы они старались быть более самостоятельными. В этом и заключается суть нашей благотворительной работы. То есть основные направления деятельности вашего фонда – это вот уязвимые слои населения, я правильно понимаю? Уязвимые слои населения, и в нашей стране мы сотрудничаем с госорганами, с министерствами и оказываем помощь. В основном наши организации это не частные лица, а организации. Детские дома, дома престарелых, дома-интернаты. В таком случае расскажите о самых крупных и значимых программах благотворительного фонда LDS Charities, то есть за последнее время в Кыргызстане. Вообще у нас существует 8 направлений основных фонда, по которым мы работаем, оказываем благотворительную помощь. Но я бы выделила основные, основные. Это большой проект проводится у нас в Киргизстане с 2009 года. Это проект по охране материнства и детства. Проект называем мы «Неонатальная реанимация». Это очень большой, обширный проект. Стартовал он в 2009 году. И целью этого проекта было научить весь персонал, медперсонал, который находится при родовспоможениях, первым навыкам реанимации. Поскольку у нас горная страна, есть труднодоступные участки, где во время родов может не оказаться врача-неонатолога. Поэтому каждый человек, каждый медработник, который присутствует при родовспоможении, должен знать эти первичные навыки реанимации. Поскольку ребенок при рождении, он может родиться с асфиксией. И для этого необходимо знать первые шаги неонатальной реанимации. Вот такова цель. Затем этот проект был расширен, и к этому были добавлены дополнительные еще тренинги по спасению матерей. То есть был проведен тренинг по пострадовым кровотечениям. То есть также акушерки-гинекологи или другой персонал, кто находится там, они должны знать, как останавливать кровотечение. Таким образом, мы боремся с детской неонатальной смертностью и также с женской смертностью. Значит, второй у нас важный проект, который мы проводим в Бишкеке, в Киргизстане, по всей стране, это проект по инвалидным коляскам. Мы совместно сотрудничаем, конечно, с министерствами по медицинским проектам. Мы под эгидой нашего Министерства здравоохранения, а также при сотрудничестве с Ассоциацией неонатологов проводятся эти медицинские проекты. Что касается проектов по инвалидным коляскам, это большая инициатива тоже. Мы проводим ее совместно с Министерством труда, сейчас называется, Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Тоже большие проекты проводятся. В 2022 году было предоставлено 600 колясок инвалидных. Это проект для того, чтобы, целью проекта является облегчить жизнь лиц с ограниченными возможностями. И предоставляется средства передвижения, то есть это инвалидные коляски, это ходунки,
трости, все передается Министерству социального развития, и Министерство соцразвития также раздает уже своим подопечным по их существующим спискам. Вот такое взаимодействие идет у нас с нашими государственными ведомствами. Что я хотела еще отметить по этим двум важным проектам, что специалисты с Америки приезжают сюда, обучают наш персонал, допустим, вот по медицинскому проекту, да, обучают наш персонал и привозят также оборудование, простое оборудование, это амбу-мешки, которые помогают в первые секунды жизни ребенку раздышаться. И затем это оборудование распространяется по всей стране. Вообще тренинги нацелены таким образом, что обучение идет каскадным методом. Вначале мы обучаем основную группу людей, да, неонатологов, докторов. Они все этими знаниями обладают, но мы обучаем, как это сделать на манекенах, да, и потом уже эти мастер-тренера, они отправляются по всем регионам страны и обучают местный медперсонал. То же самое касается и инвалидных колясок. Инвалидные коляски мы привозим в страну, но у нас никогда не было такого понятия, что коляски бывают разными. Вот, на самом деле коляски бывают разных типов и разных размеров. Вот, в связи с этим тоже проводится тренинг, специалисты приезжают и обучают наших соцработников, оставляя им вот такой материал. Да? Это вот целое пособие по тому, как нужно раздавать коляски, как делать замеры, как лечить пролежни и так далее. Да? Вот такие иллюстрированные пособия для наших соцработников проводятся. В течение 3 дней идет такой тренинг. И также по медицинскому тренингу к оборудованию мы выпускаем вот такие материалы, пособия, которые публикуются здесь у нас, в наших изданиях, и отправляются по всем регионам. Также все это обязательно идет в согласовании с нашим Министерством здравоохранения. Плюс также это все следует правилам и нормам Международной американской академии педиатров. Да, вот такие учебники тоже у нас опубликованы были, переведены и опубликованы. То есть это вы сами, да, выпускаете? Да, здесь это все в Бишкеке, мы печатаем эти книги. Вот. Но выпускает это Американская ассоциация, это просто перевод, это подробнейший учебник. Ну а сами медики как оценивают такого рода помощь вообще в целом? Они довольны, как бы? Конечно. Эта помощь им действительно такая? Конечно, потому что у нас, как я вот сказала, во-первых, высокогорье, во-вторых, это текучесть персонала также присутствует, да? Кто-то уходит в роддом, это женщины в основном, в отпуск, да, в декрет. Это в основном женщины, сотрудники, и эти навыки, которые им даются, они должны быть постоянными. Для того, чтобы эта программа была устойчивая, для этого нужно постоянно повторять, потому что кто-то ушел, кто-то новенький пришел. Для этого создаются уголки, и наши замечательные партнеры, это ассоциация неонатологов, они проводят мониторинг. Эта программа не такая, что вот специалисты приехали в 2009 году, обучили и уехали. На самом деле это каждый год, это устойчивость. И по сей день, по сегодняшний день существует этот проект, когда ассоциация неонатологов, доктора едут и смотрят, насколько люди обладают этими навыками. Манекены привозятся в страну, буквально вот манекены младенца, ребенка, и там обучают непрямой массаж сердца, как проводить надо, как проводить манипуляции такие сложные, как интубация и так далее. К таким сложным прибегают сами врачи, неонатологи, конечно, но первичные действия реанимации в золотую минуту, как говорят доктора, это необходимость, конечно, чтобы знал любой, кто окажется рядом с роженицей. Так что выпускаются вот такие отчеты. Мы работаем совместно с ЮНИСЕФ, также нашим партнеры, да, по которой говорится, здесь идут цифры о снижении неонатальной смертности, конечно. Сейчас намного лучше цифры, чем они были в 2009 году.
Это вот такие основные программы. А также большой проект мы осуществили совместно с нашими партнерами Mercy Corp, да, Корпус милосердия. Программа заключалась в том, что мы предоставили финансирование и осуществлялся этот проект с помощью наших партнеров Корпуса милосердия. Это проект по посадке плодово-ягодных деревьев. Это входит в нашу государственную программу пятилетнюю по улучшению школьного питания. Более 70 школах по всей республике были посажены плодово-ягодные деревья. Это опять-таки улучшает питание, витамины в разных регионах нашей страны. Вот это такой большой проект, было потрачено более $1 миллион, $1 250 000 было потрачено на эту программу в течение 5 лет, так сказать, не единоразовой помощью, а в течение 5 лет делался этот проект. Мы гордимся этим проектом очень. Это вот такие основные, я бы сказала, проекты. Но в нашей стране проекты разные, мы делаем проекты, и они настолько все интересные, настолько все захватывающие, и каждый из них очень индивидуальный. Да? Значит, наряду с этими 3 проектами наш фонд работает по еще другим направлениям. Да? Одно из них – это реагирование на чрезвычайные ситуации, то есть это помощь при стихийных бедствиях. Потопы, сели, землетрясения и так далее. Наш фонд старается в кратчайшие сроки предоставить продукты питания, медикаменты, аптечки, да, то есть то, что может понадобиться вот в таких экстренных ситуациях. Еще такое есть направление у нас, как чистая вода и санитария. Тоже очень важная программа. Доступ чистой воды. Такие проекты мы тоже делали у нас на юге, в Ошской области, в Араване такие проекты тоже проводились. Это, как, знаете, такие необходимые вещи проделываются, строятся водоснабжение, обустраивается и канализация и так далее. Еще один проект – это иммунизация. Несколько лет назад такой проект мы тоже осуществили здесь, в Киргизстане. У нас лет 10 назад, даже больше, была такое обострение проблемы была с корью, и наш фонд помог, приезжали руководители нашего фонда, и тоже была оказана помощь в виде холодильных установок. И этот проект мы проводили совместно с ЮНИСЕФ. Тоже была большая сумма, $1 миллион была выделена на этот большой проект. Можем очень, так скажем, мы гордимся этим проектом. Ясно. Алия, вы говорили, что вы сотрудничаете с государственными общественными организациями. В плане госструктур, вот насколько вы оцените эффективность вашего сотрудничества вот с нашими госструктурами? Это, я так понимаю, Министерство социального развития, это Министерство здравоохранения и Министерство экологии, наверное, да? Министерство образования. Министерство образования. Ну вот насколько вы оцените эффективность вашего сотрудничества с ними? Ну, сотрудничество очень тесно мы сотрудничаем с Министерством труда, социального обеспечения и миграции. Мы сотрудничаем с давних пор, и они нам очень всегда помогают. Если нам нужна какая-то информация, конечно, сразу же нам оказывается содействие. Мы очень благодарим министерство. Ну, то есть вы с бюрократией вы не сталкиваетесь? Мы не сталкиваемся. Мы даже в каких-то вопросах просим, да, такая коллаборация у нас происходит. Если у нас медицинский проект осуществляется, идет груз, то мы просим Министерство соцразвития, поскольку они тоже с нами сотрудничают, тоже нас знают, мы даже говорим, пожалуйста, вот письмо нам надо, что это гуманитарная помощь, мы же с ними работаем также по инвалидным коляскам, и мы просим, пожалуйста, мы обращаемся к вам, дайте это у нас для обучения, это манекены, да, это материал такой для обучения, и вот такая коллаборация у нас, да, бывает между министерствами и нашим фондом.
С Министерством здравоохранения, конечно, тоже работаем вот по нашему проекту по неонатальной реанимации. И с Министерством образования. Вообще, когда какие-то проекты мы начинаем, мы, конечно, советуемся с этими министерствами. Мы говорим, вот тут такая организация, вот такое на ваше социальное учреждение к нам обратилась вот с такой просьбой. Насколько вы видите это? Насколько вы видите? Может, у вас приоритет другой? Может быть, вы хотите, чтобы мы что-то другое сделали? Мы советуемся с министерствами. Вот. И затем уже осуществляем проект после того, как они сказали: отлично, мы рады, мы давно не могли это сделать, мы хотели бы, чтобы вы помогли. Или наоборот, мы собираемся и со стороны министерства уже идет запрос, просьба, и мы на него реагируем. Так что в этом плане очень тесное, хорошее сотрудничество идет с давних пор. Хорошо. Ну, заключительный вопрос, Алия. Расскажите о своих планах. То есть, может, возможно, какие-то еще проекты у вас планируются в Кыргызстане новые. Ну, то есть, если это как бы в планах и целях, то есть какие-то, которые будут реализованы в Кыргызстане в ближайшем будущем. Да, я бы хотела сказать, знаете, что мы рады, конечно, вот, что у нас такая возможность есть оказать помощь. Я бы сказала, что в этом году у нас есть несколько запросов уже на данное время. Пока идет обсуждение, мы готовимся, да, к осуществлению этих проектов. Вот, ну, буквально два слова скажу. У нас разнообразие наших проектов. Да. Значит, у нас в прошлом году был отличный проект по зрению, такая тоже программа существует, да, Vision так называемая. И мы предоставили больнице скорой помощи, отделение офтальмологии, оборудование купили, поскольку оказывается, вообще у нас вот это же больница скорой помощи, и первые пациенты туда поступают, это люди, которые самые трудоспособные, от 20 до 45 лет мужчины. И у них травма глаза, и они могут потерять зрение, да, может наступить слепота. И в связи с этим мы, конечно, этот проект с удовольствием поддержали и купили офтальмологический операционный микроскоп, да, для проведения операций, и также еще факоэмульсификатор. Вот такой проект был сделан в прошлом году. Еще один интересный проект также совместно с Адрой был проведен у нас. Это проект в Такмакском психоневрологическом стационарном учреждении. Это проект по установке солнечных батарей. Тоже они были зависимы от общего отопления. Да? Вот, это дает экономию для самого учреждения, да, что они не платят за электроэнергию, плюс это дает постоянную горячую воду, вместо бойлеров они постоянно независимо, 6 таких установок было установлено, они независимо ни от чего могут иметь горячую воду. Это вот такие проекты были. Еще один скажу, не могу не отметить его, в Караколе проводился. Это было в 2022 году уже, поскольку там высокогорная местность, да, у них очень много заболеваний, кардиозаболеваний. И Иссык-Кульская областная больница, объединенная больница, они обратились за помощью, да, чтобы мы приобрели им эхокардиоаппарат для диагностирования заболеваний. И мы с удовольствием, мы поехали туда на место, посмотрели, действительно трудно для диагностики людям, чтобы приезжали они в Бишкек, доктора, мы вынуждены отправить. Или были частные аппараты там, но тогда это стоит денег. Да? И мы с удовольствием поддержали эту инициативу тоже и приобрели вот такой аппарат, эхокардиограмма аппарат, Midray, чему тоже очень рады. Теперь потом провелась передача на местном телевидении о том, что люди могут обращаться, теперь не надо ездить, это опять-таки экономит средства для жителей Иссык-Кульской области. В этом году к нам обратились с просьбой об оказании помощи. Это центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, АКНИЕТ, при Департаменте социального развития мэрии города Бишкек. Находится в Бишкеке, и они просят приобрести для них мебель. Мы вот думаем и изучаем этот вопрос сейчас и постараемся, конечно, помочь. Мы никогда не можем сказать 100%, обещания мы такие давать не можем, но наши, с кем мы работаем многократно, они знают, хоть мы не обещаем, и тем не менее мы эти проекты стараемся сделать. И также поступил запрос от центра Келечек
реабилитационный центр при министерстве. Это новый центр, у них совершенно все красиво, замечательно, все оснащено, все буквально есть. Они обратились за небольшой такой помощью в виде лифта для продуктов питания, для поднятия лифт такой они просили обустроить. Мы тоже это рассматриваем, изучаем. Такой проект никогда не делали. Вот, ну, что я хотела сказать, еще пару других проектов. «Уют Надежда», частная, детский реабилитационный центр тоже обратился к нам. Мы все это будем рассматривать и постараемся осуществить. Но я хотела бы сказать большое спасибо нашим партнерам в виде государственных органов и ведомств. Да, это в первую очередь Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Мы благодарим вас, всех сотрудников этого министерства, которые помогают нам в необходимой информации. И мы также благодарим Министерство здравоохранения за то, что вы даете нам возможность осуществлять такие проекты по всей стране. И Министерство образования также мы благодарим. Плюс я хотела бы сказать огромное спасибо нашим другим международным партнерам. Мы работаем в партнерстве, в сотрудничестве с международными организациями. Это GIZ, это UNICEF, это фонд Агахана мы работаем, UNFPA, M4Health. Всем им большая благодарность и надеемся на то, что мы в дальнейшем совместно, все вместе будем помогать таким людям, которые нуждаются в нашей помощи. Спасибо большое, Алия, что согласились ответить на наш вопрос и рассказать о вашей организации. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была координатор благотворительного фонда LDS Charities Алия Гамирсал. Спасибо. Спасибо вам.